Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. О чем вам спешит сказать ваш ангел-хранитель? Сегодня я буду голосом вашего ангела-хранителя. Мысленно либо вслух обратитесь к своему ангелу-хранителю. Спросите о том, что вас беспокоит. Либо попросите совет и подсказку, которая вам нужна именно сейчас, в этот период вашей жизни. Ну и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, смотрите, как нам четко показали: информация для мужчин, информация для женщин. Но давайте, наверное, все-таки пойдем по порядку. Вот здесь показаны ваши сомнения. Вам нельзя сейчас сомневаться. Ваши сомнения, они от лукавого. Ваш ангел-хранитель просит вас не сомневаться и не сходить с того пути, который вы уже выбрали, либо того пути, которым вы сейчас идете. Здесь как будто бы, знаете, демоническая сила за вами охотится и пытается вас всячески убедить, что вы делаете опрометчивый шаг, что ваше решение неправильное, что все как только лишь ухудшается, не улучшается, а ухудшается. Это именно демоническая сила и именно пытается вас свернуть с правильного пути. Вам нельзя отступать, вам нельзя сворачивать, вам нельзя ни в коем случае опускать руки. Не дайте злу победить, не дайте злу отбросить вас назад. И именно это зло пытается сделать. Пытается вам навредить, понимаете, остановить вас в вашем развитии, либо остановить вас в достижении вашей цели. Здесь вот как происки и козни зла мне идут. У вас ничего не получается, вам тяжело, вы постоянно ходите, голову себе ломаете, а правильно ли это делать? Как кто-то нашептывает, да, что ты ошибаешься, не нужно туда идти, не нужно этим заниматься, не нужно с этими людьми общаться. Вот как будто бы чертенок, да, сидит у вас на плече и в уши вам нашептывает. Вот, ангел просит не сомневаться, не сдаваться, гнать этого чертенка и делать то, что должно делать, то, что вы придумали, задумали, либо то, что вы уже начали делать. Ни в коем случае не останавливаться и не отступать. Иначе зло победит, иначе вы остановитесь в своем развитии. Это очень важно. Дальше показан момент, когда вам сладко улыбаются, при этом, когда вы отворачиваетесь, вот как будто бы вам рожицы корчит человек. Это женщина. Женщина, которая много вам делает комплиментов, и женщина, которая часто перед вами разыгрывает сценки такого безумного восхищения. Она говорит: ой, какая ты умная, какая ты замечательная, там идеальная, 5-е, 10-е. То есть она вас нахваливает, при этом она вам строит, корчит рожицы. То есть у нее к вам стойкое чувство антипатии, у нее к вам зависть, у нее к вам даже, знаете, вот такое отторжение, да, вот все ваше ей противно, но видно, что ей что-то от вас нужно. То ли она вами пользуется, то есть тут идет момент, да, пользуется вашими ресурсами, пользуется вашими связями, пользуется вашей добротой. То ли эта женщина, вот что-то прям совсем лихое затеяла, и ей важно усыпить вашу бдительность, поэтому она вам так сладко и поет. Подумайте сейчас, кто очень сладко с вами общается. Тут даже не просто сладко, а приторно-сладко. Вот прям, что не слово, то комплимент, что не слово, то ахи-охи, восхищение. Эта женщина, она недобрая, очень даже недобрая. Вам нужно с этой женщиной как-то вот,
подальше находиться, да, держаться подальше от нее. И ни в коем случае не допустить, чтобы она вами воспользовалась, либо прокрутила какое-то свое грязное дело. Мало того, когда вас нет рядом, она в вашу сторону кучу проклятий посылает, кучу грязных оскорблений и обвинений, понимаете? Вот как только вы появляетесь, она такая: ах, ох, сразу вот это натянула себе улыбочку и давай раскланиваться. Как только за вами дверь закрылась, да, либо вы отвернулись, она давай вам эти корчить рожи, да, и проклинать вас. Вот очень опасный она человек. Похожа она на такую, знаете, ядовитую гадюку, да? И с ней нужно, конечно, поаккуратнее и подальше. Вам эта женщина, возможно, снилась, причем снилась в каких-то нехороших снах, либо нехорошие там образы такие проходили, вам давали подсказки. То ли вы сны эти не запомнили, то ли вы от них отмахнулись, просто как дурной сон. На самом деле вам подсказывали: очень негативная женщина, и от нее добра не жди. От нее только боль может прийти, боль, разочарование и даже какие-то беды она может накликать на вашу голову. Дальше показан образ мужчины. Мужчина, который очень сильно запутался, давайте так скажем, да. Он, конечно, тут дров наломал, он очень много ошибок сделал, он сделал какие-то даже недопустимые вещи, непрощаемые вещи, но как бы все мы люди, да, и все мы склонны к тому, чтобы делать ошибки. Да. Идеальных среди нас, к сожалению, нет. Идеальные они все на небеса вознеслись. Мужчина, который начинает осознавать свои ошибки. Мужчина, который медленно подходит к этому пути исправлению, выправлению. Мужчина, который заслуживает шанса. Вот об этом говорят. Возможно, вы сейчас его видеть не хотите, возможно, вы ничего о нем слышать не хотите, возможно, он вас очень сильно обидел своим поведением, отношением, поступками, но ангел за него заступается. И ангел говорит, что этот мужчина, он не пропащий, что этот мужчина может исправиться, что этот мужчина может в корне перемениться. И переменившись сам, он может переменить вашу жизнь. То есть очень сильно по-хорошему повлиять, очень многое для вас сделать, да, во искупление своих прошлых грехов перед вами. Сейчас до него начинает доходить. Следующим этапом это будет его желание вам об этом всем рассказать, да, вот прийти к вам с повинной головой, покаяться, повиниться, попросить еще одного шанса, пресловутого шанса, да. Вот, ангел просит, чтобы вы его не отстраняли, ангел просит, чтобы вы его хотя бы выслушали и хотя бы дали ему надежду. Пусть не шанс, хотя бы надежду. То есть вы ему скажете, дословно, да, что я подумаю, и я буду судить тебя по твоим поступкам, по твоему будущему поведению. Сейчас я ничего тебе сказать не могу, это очень серьезный вопрос. И мне нужно посмотреть на тебя, посмотреть, насколько ты действительно готов меняться. То есть не прогонять. Чтобы не было такого, чтобы раз такая дверь перед лицом захлопнули и такая: пошел вон. Чтобы такого не было. Дайте ему не шанс, дайте ему хотя бы надежду, хотя бы тень надежды ему дайте. Поверьте, этого будет достаточно. Этот мужчина в будущем вас очень удивит, и вижу, что этот мужчина вас очень порадует. Поменяется сам и поменяет вашу жизнь. За все, что он натворил, за все он возмещение вам даст. Смотрите, это не обязательно, что вы с ним сойдетесь и опять будете жить там единой семьей, будете парой. Да? Возможно, вы в будущем с ним дружить станете. Да? Может, это ваш бывший муж, который прям обидел, так обидел, да, что нет ему прощения. Но, возможно, вы будете дружить. Возможно, этот мужчина в будущем как друг станет вашей действительно надежной опорой, даже в какой-то степени таким вот тыловым укрытием, где можно будет спрятаться. Поэтому не рубите, не гоните, дайте надежду. Не шанс, а именно надежду. Это очень важно. Дальше здесь показан образ человека, которого перед вами оболгали, обвинили, скорее всего, заочно и оболгали. Там мастера работали, мастера слова, я так понимаю. И человек не виновен ни в чем его обвинили. Ну вот образ мужчины идет. Здесь как будто бы мужчину оговорили. Может быть, сказали, что он там ветреный, что он гулящий, что он пьющий, что он там, может, наркоман. Да? Могли всякого наговорить, а вы в эту ложь поверили, потому что вас
именно убедили, могли какие-то доказательства предоставить ненастоящие и могли даже кого-то подговорить, чтобы человек выступил в роли свидетеля, свидетеля, который обвиняет. Здесь вот четко показано, что вы обижаетесь, либо вы злитесь на невиновного человека, а это очень плохо. Этот человек мне еще показан сиротой, а сирот обижать ни в коем случае нельзя. Кто сироту обидит, тот 3 года несчастный будет. Это прям как истина, да, проверенная временем. Не обижайте сирот и не верьте, не будьте такими легковерными, да. Понятно, что когда действие идет через мастеров, когда вам там и подтасовали доказательства, и на кучу людей, там свидетелей кучу привели, то, конечно, убедительно все это выглядит. Но верьте своему сердцу. Вы сейчас подозреваете, либо обижаетесь действительно на невиновного человека. Тем более это человек-сирота. Вот, на сироту нельзя обижаться, сироту нельзя обижать ни в коем случае. Не делайте таких вот ошибок, и незнание как бы не снимает с вас вину. Вот, пока не поздно, прекратите злиться и лучше все проверьте. И не обижайте сирот, тоже очень важно. Дальше, мои хорошие, показан момент. Тут что-то с работой связано, работа, коллектив, отношение к вам. В целом, вот если посмотреть на эту картинку, вас уважают, вас ценят, но есть кто-то, кто очень хочет от вас избавиться. Ну вот, чтобы вы ушли, чтобы вас уволили, а у кого-то отыграется, что хотят, чтобы с позором вас выгнали, да, вот человек против вас вот как будто бы роет, пытается выставить вас в самом ужасном негативном свете. Вам нужно быть максимально аккуратнее на работе, и вам это непростое время нужно просто пережить. Смотрите, здесь идет именно момент выживания. То ли вы выживете, то ли этот человек вас выживет. Вот так показано. Вам нельзя уходить с этой работы, иначе вы долго будете искать следующую, столкнетесь с серьезными финансовыми обременениями. Поэтому лучше все-таки держаться, терпеть, ни в коем случае не психовать, и уж упаси вас Господь писать по собственному желанию. Ни в коем случае нельзя, иначе ваш враг будет торжествовать. Вы для этого врага как будто бы угроза. Да? Человек вас боится. Боится, возможно, ваших профессиональных навыков, боится вашей честности, вашей прямоты. Да? Ну, много чего можно бояться. У кого-то отыграется, что человек просто ревнует очень сильно. Вот. Надо просто переждать. Здесь время, буквально тут 3-4 месяца должно пройти, и этот вопрос, он полностью закроется. Вот. Вам нужно держаться, пока есть силы. И ни в коем случае самой не уходить. Хотя вас будут провоцировать. Я это вижу. И будут напраслину на вас лить, и будут вас в чем-то обвинять, в чем вы вообще не виноваты. Но нужно выдержать. И еще на работе у вас есть настоящие друзья. Есть люди, которые действительно вас и ценят, и любят, и уважают. И даже среди руководящего состава такие люди точно есть. Не поддавайтесь на провокации. Вы должны быть сильным человеком. Дальше здесь у меня человек с пустой личной жизнью. Это может быть и мужчина, и женщина. И кажется, что счастья личного уже не будет. Да, что меня там прокляли, порчу сделали, венец безбрачия на меня там надели, приклеили. На самом деле это не так. И здесь еще такая удивительная вещь показана, что вы вроде как уже знакомы с тем, с кем счастье обретете. Мужчина и женщина, одинаково идет предсказание. Знакомы, либо видели этого человека, с кем вы личное счастье обретете, кто вам по судьбе и кто станет вам не только любовью всей жизни, но и самым настоящим верным другом. Образ этого человека уже у вас на подкорочке прорисовался, то есть вы видели. А у кого-то отыграется, что знакомы, а у третьих отыграется, что вы постоянно с этим человеком общаетесь и даже не подозреваете, что это тот самый, либо та самая. Личное счастье у вас впереди, и вы созданы для того, чтобы быть в паре, вы не одиночка. Это не ваша история, просто не ваша. Дальше здесь у меня лошадка, но у нее очень кривые ножки. То есть работа, которая не идет, работа, которая не ладится,
работа, которая не приносит ни денег, ни радости, ни удовольствия. Обычно так бывает, когда людям очень сильно завидуют. Если вы хотите, чтобы у вашей лошадки выровнялись ножки, научитесь не говорить о себе и себя не выставляйте на показ. Это очень важно, это очень важный момент. Завидовать могут как и свои, так и чужие. Вы такой человек, вы когда работаете, вы всю себя, либо всего себя отдаете. И так как вы умеете работать, другим не дано. Вот просто не дано. И люди этому завидуют. Вот просто смотрят на вас и думают: Господи, потрясающе, да, это невероятно. Вот как человек гармонично смотрится на своей должности, да, как человек грамотно, профессионально, быстро, эффективно работает. Вот идет постоянная зависть. Завидуют вам повсеместно, еще раз говорю, и свои, и чужие. Если вы хотите все это изменить, вам нужно меньше общаться по поводу своей работы, меньше делиться своими планами, делиться тем, что вы делаете, как конкретно вы что-то делаете. Учитесь общаться общими фразами. Вот когда у вас конкретно спрашивают, да, можно ведь всегда общую фразу какую-то сказать, которая ни о чем не говорит, но вроде как и какой-то ответ. Это вам в помощь придет. И еще, кто у меня долго работу найти не может, работа найдет вас сама. Да? Скорее всего, вы не там и не то ищете, поэтому у вашей лошадки такие кривые ножки. Вот, ваша работа найдет вас сама. Здесь могут на вас выйти, вам могут предложить, возможно, даже не то, что вы искали, возможно, даже в какой-то совершенно другой сфере, но ваша работа вас найдет сама. Здесь все у вас пойдет на поправку, я это вижу. Дальше, по поводу женщин. Женщине ангел просит передать, что женщина счастливой станет. Вот когда она сделает то, что задумала, она станет абсолютно счастливой. И тогда для нее и небеса откроются, и мир откроется. Я не знаю, что вы задумали. Вы все слишком разные. Вот есть у вас в голове какая-то мысль, идея, и вы знаете, что вам нужно это сделать. Вы к этому готовитесь. Когда вы это сделаете, вот тогда счастье войдет в вашу жизнь. Вам нужно брать и делать. Может быть, вы ждете чего-то, да, либо какого-то определенного момента. Кто-то задумал куда-то уехать, кто-то задумал какой-то обряд, ритуал провести, кто-то задумал там, от мужа надоевшего уйти, а кто-то задумал, возможно, своим бизнесом заняться. Вот когда вы это сделаете, тогда жизнь ваша полностью поменяется, тогда вы и счастье обретете. У мужчины немножко другая картина. У мужчины уже все предопределено. У вас тут буквально отсчет уже пошел на дни недели, когда ситуация начнет меняться. Это связано с вашей деятельностью, с вашей работой и с вашим бизнесом. Очень крутые перспективы вам рисуются, просто невероятно крутые. И если вы в себя поверите, если вы не побоитесь либо нагрузки, либо ответственности, то о чем вы мечтаете, в плане материальном, вы это очень быстро получите. Вы очень быстро этого добьетесь. Вот. И еще здесь сзади, за спиной у вас стоят люди. Эти люди, они вам не друзья, хотя друзьями для вас и называются. Они вас тащат назад, они вас останавливают в развитии. Эти люди, они как пиявки. Вот они сами такие вот ничего не делают. И вас они тоже к себе туда притягивают, в это болото, да, бездействия, без активности. Хотите быть успешным, держитесь от них подальше. Хотите быть успешным, верьте в себя, в свои силы и ничего не бойтесь. Ваш успех, он уже совсем близко, совсем рядом. Те деньги, те заработки, о которых вы всегда мечтали, они у вас уже на горизонте. Так, еще один момент связан с маской. Здесь показано, что вам нужно не бояться срывать с людей маски. Ведь вы очень чувствительны к этому моменту. Вы чувствуете, кто честный, кто не очень, кто искренний, кто притворяется. Вы это чувствуете. Не бойтесь срывать маски. Возможно, это и есть часть вашей судьбы, часть вашего предназначения с плохих людей, срывать эти маски, да, раскрывать этих людей. Вам нельзя молчать о своих подозрениях, вам нельзя
скрывать от менее ведающих людей, что кто-то, например, притворяется, либо кто-то лукавит. Вы должны об этом говорить. Вот мне почему-то кажется, что это и есть часть вашей судьбы, когда вы должны более слабым людям раскрывать глаза на лукавых притворщиков, мошенников, обманщиков. То есть не проходите мимо, если можете помочь и раскрыть чью-то личность, делайте это и не бойтесь. Не бойтесь. Так, как видите вы, никто другой видеть не может. Это только вам дано. И вот здесь в самом венце, тут, наверное, больше для женщин информация, да, показано, что вы будете именно с тем, кто сейчас у вас в сердце, в уме, в голове, в душе, то, о ком вы постоянно думаете. Вы будете вместе, у вас такой шанс точно будет. Здесь мужчина вас на руки берет, и между вами огонь горит. То есть вас еще небеса, сама судьба сведет. И этим шансом вам следует воспользоваться. Вот, хватит там друг на друга обижаться. Возможно, стоит простить какие-то былые промахи, ошибки и воспользоваться тем, что судьба дает, и все-таки сойти с этим человеком. А не так, что вот на расстоянии друг о друге постоянно думать, сердце содержать, мучительно вспоминать, да, и гадать, что же там будет в будущем. Вот, будет возможность, так честно друг другу и скажите, что вот я хочу быть с тобой, я тебя люблю. Не бойтесь этого. Это нормально, это естественно. Судьба даст вам шанс, вы обязательно еще будете вместе, вы обязательно встретитесь. Так, мои хорошие, на этом все. Всем спасибо за внимание, берегите себя. Всем пока-пока.